Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук і адразу запрашаю далучацца да нашага відэастрыму. Глядзець нас можна праз Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце і таксама на канале YouTube. У нас сёння ў гасцях надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Конрад Паўлік. Добрый день, гаспадар пасол. Добрый день, здравствуйте. Пачынаем з самага такога, традыцыйнага пытання, якога я задаю ўсім гасцям-амбасадарам, якія прыходзяць да нас на эфір. Беларусаў і палякаў звязвае шматвекавая гісторыя. Ёсць у нас і добрыя, і не вельмі добрыя старонкі ў гэтай гісторыі. Тым не менш, мы вельмі блізкія народы. Як вы сябе пачуваеце ў Беларусі? Адчуваеце нешта такое, можа быць, блізкае па ментальнасці, звычках, культуры ў паводзінах людзей? Ці ўсё ж такі ёсць нейкія адрозненні і адчуваецца, што гэта іншыя людзі, іншая краіна, можа, ёсць нешта некомфортное, скажем, тут, вот для вас? Спасибо за этот вопрос. Это хороший вопрос. Может быть, это прозвучит банально, но Польша и Беларусь, поляки и белорусы, они для себя очень близки, мы для себя очень близки. Это видно на каждом уровне, и культуры, языка, обычаев, традиций, кухни и архитектуры. Поляк и белорус в простых вопросах понимают друг друга без перевода. На Беларуси, которая в значительной части является православной, католицизм никого не удивляет, и он заложен в историю и идентичность этих земель. Сосуществование разных конфессий укладывается гармонийно, нет никаких конфликтов, что впечатляет и создает для меня лично дает такое большое впечатление и уважение, создает уважение. Во многих поселках и городах, включая в том числе и город Минск, церкви соседствуют, находятся в соседстве католических храмов, костелов. Поэтому у меня нету такого впечатления, что Беларусь является какой-то страной, которая отдалена от Польши. На самом деле очень близка. Я бы даже сказал, что ближе, чем даже кажется тем полякам, которые тут не побывали. И думаю, что тоже те белорусы, которые не были в Польше, тоже не знают, что на самом деле мы друг другу близки, и Польша и Беларусь очень близка, похожа и дружелюбна. Тым не менш, як бы вы ацэнілі, вот мы зараз казалі больш пра такія міжчалавечыя адносіны, стаўленні, стасункі, а на міждзяржаўным узроўні. Вот як бы вы ацэнілі сённяшні ўзровень наших міждзяржаўных стасункаў? Знаете, для, наверное, каждого посла важно, чтобы в ходе его миссии проходил определенный политический процесс. Я очень рад, что моя миссия совпала началась в марте 2016 года и совпала с процессом нормализации отношений между нашими странами. Не буду скрывать, что я человек, для которого такие принципы или ценности, как строительство, создавание, давание толчка определенным действиям, более важным, чем уничтожение и деконструкция. Поэтому я очень рад, что могу тоже содействовать этому процессу, в него вписываться моими действиями совместно с моей тут командой, с которой я работаю тоже в посольстве Республики Польша в Республике Беларусь. За последние 1,5 года мы возобновили многие контакты на уровне правительств и в разных сферах, многих разных ведомств. Мы тоже установили межпарламентские контакты, развиваем бизнес,
содействуем контактам предпринимателей, устанавливаются новые научные контакты, тоже культурные, межлюдские. Поляки являются, граждане Польши являются второй по национальности группой, которая пользуется безвизовым режимом в город Гродно и Августовский канал. Поляки являются после немцев второй национальной группой, которая пользуется безвизовым режимом через аэропорт Минск. Практически нет недели, чтобы не проходило какое-то мероприятие в Беларуси, связанное с Польшей. Похоже, тоже в самой Польше, где Беларусь очень активно работает над тем, чтобы представляться с самой лучшей стороны. У меня есть впечатление, что обе стороны стараются подгонить утраченное время и утраченные шансы, когда наши отношения не были такими активными, как сейчас. До речі, можна вот такое невеличкое удакладнение? Я ведаю, что на Заходе дипломаты дзеляцца на две катэгорыі, такія, якія робяць кар'еру менавіта у сістэме Міністэрства замежных спраў, і тыя, якія робяць палітычную кар'еру. Вот вы які, палітычны ці кар'ерны дыпламат? Я карьерный дипломат. Я свою работу в Министерстве иностранных дел Республики Польша начал в 2007 году. До этого я работал в офисе президента Республики Польша и тоже занимался 2 года вопросами международных отношений. Поэтому с 2007 года я карьерный дипломат, профессиональный, можно сказать. Перешел многие ступеньки дипломатичной карьеры. Прошел тоже дипакадемию в 2007 году. Сначала я был связан с экономической дипломатией, но тоже, которая связана с этим регионом, я бы сказал, и с Беларусью, с Россией, с Украиной, в целом с евразийским пространством экономическим. Затем я работал в Париже в постоянном представительстве при ОСР, а после возвращения в Варшаву я связал свою карьеру с Восточным департаментом, который непосредственно отвечает за политические отношения со странами СНГ, со странами Востока, как мы называем, со странами, где Польша реализует восточную политику. Ну, я думаю, тады, можа быць, вы, як кар'ерны дыпламат, зможаце даць такую вот ацэнку дыпламатычную, скажем так, пэўным палітычным працэсам, якія адбываюцца ўнутры вашай краіны. Вот задае адзін з нашых слухачоў такое пытанне: чаму правячая партыя Польшчы «Права і справядлівасць» парушае Конституцию краіны, спрабуючы ўзяць под контроль суды? Спасибо за этот вопрос. Знаете, я прежде всего отвечаю за отношения между Польшей и Белоруссией, и содействие этим отношениям именно тут, в Беларуси. И, знаете, на эту тему очень много сказано в Польше, и, наверное, там это соответствующее место, где такие вопросы должны задаваться. Я аккредитован в Республике Беларусь, поэтому с удовольствием буду отвечать на вопросы, связанные с отношениями польско-белорусскими, чем с теми, связанными со внутренней политикой, политикой в Польше. Просто цікавая паралель такая назіраецца. Вы ведаеце, што у нас у Беларусі усіх суддзяў прызначае кіраўнік, і мае. Можа, зараз і Польша хоча пераняць вопыт таксама беларускіх уладаў. Но не про это. Вы, расказваючы про сённяшні стан нашых ўзаемаадносінаў, расказалі шмат добрага, што адбываецца. Але, я так разумею, все ж таки не ўсё так гладка. Ёсць пэўныя шероховатости. Вот что бы вы назвали, что на сегодняшний день
перашкаджае, стаіць на шляху, каб нашы ўзаемаадносіны былі яшчэ больш цёплымі, блізкімі, даверлівымі? Знаете, я бы сказал таким образом. Самое главное — это прежде всего стараться, чтобы мы старались идти в этом политическом процессе шаг за шагом, постепенно. Это определенный процесс. Он требует вежливости и совместной работы и создавания прежде всего доверия, абсолютного минимума доверия. То, что прозвучало в прошлом году, в том числе с уст министра иностранных дел Республики Беларусь, господина Макея, мы должны стараться избавляться от взаимных стереотипов и забабонов. Они все же в какой-то степени есть, присутствуют, и, может быть, они мешают посмотреть друг на друга объективно. Некоторые касаются даже древних времен, исторических времен, прошлых веков, межвоенного периода. Некоторые касаются советских времен, некоторые тоже касаются того периода, который неподалеку от нас. Но я думаю, что при хорошей воле обеих сторон мы в состоянии перешагнуть определенные вопросы, постараться в какой-то степени хотя бы в начале их решить, что, я бы сказал, именно уже на данный момент происходит в наших отношениях. Польские делегации, белорусские делегации в Польше, польские делегации или визиты в Беларусь, гости наши, которые приезжают в Минск, все чаще и чаще смотрят, наблюдают ситуацию тут, начинают быть тоже позитивно впечатлены и тоже содействуют в какой-то степени развитию общих отношений. Есть несколько сфер, в которых мы должны поработать, нам надо поработать вместе. И таких сфер несколько. Одна — это прежде всего правовая база. Мы готовы, и мы работаем уже сейчас над этим, чтобы чуть-чуть подработать ее. Она чуть-чуть подопоздала, поэтому сейчас именно хороший процесс, чтобы ее толкнуть вперед. Ну, вы адказалі на маё пытанне як сапраўдны дыпламат, вельмі дыпламатычна. Я б удакладню. На мой погляд, і от з намі згодныя нашыя слухачы і гледачы, ёсць такая тэма, якая выклікае незадаволенасць афіцыйнага Мінска. Гэта карта паляка. Вот нават Дмітрый Пятроў піша нам: карта паляка — гэта рыскованы шлях да сепаратызма для заходніх абласцей Беларусі. Ну, тут не пытанне, а, відаць, меркаванне чалавека. Тым не менш, карта паляка выклікае такія супярэчлівыя стаўленні ў Беларусі. Безумоўна, гэта добра, калі краіна про, ну, как бы, сваіх людзей, нават калі яны за межамі, пра сваіх суайчыннікаў, дзе б яны не знаходзіліся, клапоціцца, нейкія дае ім льготы, вот карта паляка і гэтак далей. Тым не менш, вот на вашу думку, ёсць такое меркаванне, што такім вот чынам, з дапамогай карты палякаў, Польшча маніпулюе беларусамі, выдае ім нейкія льготы і вот перацягвае на свой бок. Нават я ведаю, што забаронена беларускім чыноўнікам атрымліваць карту паляка. Афіцыйна там, как бы, чтоб не было такого. Вот як вы ставіце? Ўсё ж таки сепаратизм? Не. Льготы? Не льготы? Спасибо за этот вопрос. Мы должны на все темы говорить, в том числе и карту поляка, откровенно. Мне кажется так. Во-первых, мы не должны мифологизировать вопросы карты поляка.
Для нас, для Польши, для поляков, карта поляка — это прежде всего такая моральная компенсация, моральный долг по отношению к тем гражданам, бывшим гражданам Польши, или тем людям, которые чувствовали себя поляками, у которых в советские времена была тяжелая жизнь, я бы так сказал. За то, что они признавались к Польше или к связям с Польшей, или говорили о своих корнях, были по этой причине разные проблемы и на месте работы, и просто в общественной жизни. Поэтому мы считаем исключительно карту поляка как моральный долг, как моральную компенсацию. Значительно часть тех, которые располагают карту поляка, не пользуются нею на самом деле. Или подходят к этому как к символу. Держат на полке в кухне. Считают это как моральный долг. Есть тоже такие, и таких очень много, наверное, больше, людей, которые располагают карту поляка, которые пользуются нее для того, чтобы получить бесплатную визу в Польшу, в Республику Польша. Или, например, если это касается молодых людей, поступить в вуз в Польше. Поэтому карта поляка, знаете, имеет разные результаты, разный эффект. Но когда была она создана, практически это было 10 лет тому назад, и вступила она в жизнь в 2008 году, цели ее не были негативные. Цели ее были только отдача морального долга тем, которые многие годы в советские времена были преследованы за то, что что они признавались к своим корням. Я вам скажу тоже, может быть, раскрою чуть-чуть несколько информации, связанных с картой поляка, потому что, может быть, это тоже поможет перейти эти все забобонные стереотипы, о которых мы говорили. Через 10 лет мы выдадим около 100 тысяч выдадим около 100 тысяч карт поляка. Это по всем свете? Нет, только в Беларуси. По всем свете это будет около 200 тысяч. Значит, 50% выданных будет на территории Республики Беларусь. И знаете, обычно карта поляка выдается на 10 лет, поэтому ее надо возобновлять. Наверное, на следующие 10 лет уже какая-то группа не придет, потому что многие из них это были пожилые люди, которые получили карту поляка. И даже ее не воспользовались. Потом они ушли, может, некоторые уже из жизни и так далее. Скажу так, по моим оценкам, из этой группы в Польшу, если уехало из Беларуси, то только несколько тысяч, может быть, 2-3, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Но эти люди тоже не теряют своих связей с Белоруссией. Поэтому я бы не хотел, чтобы создавалось такое впечатление в медийном пространстве, что карта поляка — это какой-то негативный инструмент, которым мы должны пугать аудиторию. Нет, я скажу, это просто один из элементов какого-то морального долга, которую мы хотим дать возможность тем, которые заинтересованы именно получением ее и тем, чтобы этот символ не только был в духе, но тоже на деле, вот так скажем. Нас радует, что на этот вопрос мы общаемся, тоже откровенно тут в Беларуси. Мы
Польша как никто другой заинтересована, и то хочу подчеркнуть, и мы тоже это говорим нашей диаспоре. Мы как никто другой заинтересованы суверенитетом Беларуси и укреплением независимости Беларуси. Мы всегда говорим и польской диаспоре, и когда общаемся на вопросы диаспоры, что для нас радует то, что белорусские поляки, украинские поляки, другие поляки, которые проживают в своих странах, что они в первую очередь строят, укрепляют суверенитет своих стран, в которых проживают, являются богатством этих стран. Это нас радует. И тоже нас радует очень, что этнические белорусы, которые проживают в Республике Польша, прежде всего на Подлясе, тоже являются нашим богатством Республики Польша. Это наши два богатства, которые должны быть для нас важны. Ну, таким чынам супакоім тых, хто кажа, што картай паляка Польшча падрывае, можа быць, нацыянальную бяспеку Беларусі. Гэта ўсё неправда. Тым не менш, вот як шмат і доўга ўжо вядуцца размовы пра стварэнне карты беларуса. Калі такая карта ўсё ж такі з'явіцца, яе... Вопрос интересный. Вопрос, конечно, в деталях, каковы будут, что это будет означать именно в политике по отношению к диаспоре. Если это будет аналог карты поляка, я не думаю, что для Республики Польша это будет каким-то вызовом. Мы ведем очень открытую политику по отношению к нацменьшинствам в Республике Польша. У белорусского, как и у других нацменьшинств, есть своя газета, есть возможность обучения. По-моему, в Республике Польша таких школ две, в Бельско-Подляском и в Хайновке, где можно обучаться на белорусском языке. Есть возможность слушать на белорусской мове телевидение. Это на 3-м канале телевидения, польского государственного телевидения «Белосток». Тоже есть вещание краткое на белорусской мове. Есть своя газета «Нива». Есть тоже радиорация, которая вещает для белорусского нацменьшинства на Подлясе. Очень много возможностей. Есть двойные названия поселков и маленьких городов. Это все нас радует, потому что это наше богатство. И это я, конечно, называю тут примеры белорусов, но также аналогичные действия по отношению к польским украинцам, польским литовцам, польским немцам. Працяг вот задае пытанне адна з наших слухачоў. Наталья Машынска пытаецца, калі будзе запущены працэс атрымання карты паляка на тэрыторыі Польшчы. Я, правда, не вельмі разумею, навошта запускать такі працэс, но все ж таки. Я знаю, о чем речь идет. Как вы знаете, устав пока про карту поляка перешел изменения в прошлом году, и определенные изменения вступили в силу в текущем году. И это, наверное, касается того, будет ли возможность тоже подавать на карту поляка в Республике Польша. В правовом смысле, да, потому что новый закон ввел такие изменения. Но что касается внедрения этого в жизнь, я как понимаю, ведутся в этом плане еще работы. Мне нагадываюць нашы слухачы яшчэ пра одну даволі такую сур'ёзную праблему ўзаемаадносінаў паміж нашымі краінамі. Гэта вот польскія ксяндзы. Ёсць тыя ксяндзы, свяшчэннаслужыцелі, якіх не пускаюць на тэрыторыю Беларусі. І вот як вы успрымаеце? Бачыце ў этом праблему? Я, честно говоря, не знаю ничего про то, что есть священники, граждане Польши, которые не пускаются в Республику Беларусь.
Я знаю, что в Республике Беларусь богослужит определенное количество, в том числе не только польских князов, но тоже польских сестер. Это около, по-моему, 1/5 всех священнослужителей, которые работают, богослужат в Республике Беларусь. Мы с частью из них знаем и имеем какой-то контакт. И, конечно, если появляются определенные проблемы, то они с нами в постоянном контакте. Они обращаются, если появляются какие-то проблемы, скажем так, они обращаются к нам. И это все. Как я понимаю, ваш вопрос касается тоже последнего интервью ксенза арцебискупа Кондрусевича. Этот вопрос, как я понимаю, в проработке и тоже выясняется. Мне кажется, что этот вопрос тоже идет в таком направлении, которое нам удастся решить. Я крыху змяню тему. Мы, может быть, позднее вернемся до таких пэўных праблемных пытанняў паміж нашими краінамі. Я хочу прыгадаць одну цікавую такую, на мой погляд, гісторыю, якая здарылася з вами у 2010 годзе. Вы тады ездзілі ў Москву. Вы былі ў Москве разам з міністрам аховы здароўя Эвай Копач і ў сувязі з апазнаннем целаў ахвяраў катастрофы, якая здарылася з самалётам прэзідэнта Качынскага. Скажыце, ласка, тады, зараз крытыкуюць спадарыню Копач у сувязі з тым, што былі нейкія непаразуменні, пераблыталі там целы, здаецца, і гэтак далей. Ўсё ж такі, вот вы можете зараз да гэтага часу кажуць, што тая авіакатастрофа, што не ўсё з ёй зразумела, не ўсё там чыста. Вот ўсё ж такі ваше меркаванне, можете прыгадаць гэтую гісторыю там 10-го года, можа тады у вас нейкае меркаванне склалася пра тое, што ўсё ж такі здарылася, і як ввогуле тады вот тое, што адбывалася ў 10-м годзе, вот, можа прыгадаеце троху эту историю? Знаете, да, на самом деле я был тогда в Москве в составе делегации команды, которая отправлялась из МИДа Республики Польша. Мы в целом занимались вопросом помощи семьям. Я имею в виду прежде всего моя задача и моих коллег, которые туда поехали, дипломатов, заключаясь в том, чтобы содействовать и помогать в переводе с русского языка на польский, с польского на русский. И это, в принципе, все, что являлось моей задачей там на месте. Этот вопрос вежливый, чувствительный. И, мне кажется, он тоже должен обсуждаться в Республике Польша, а не в Республике Беларусь. Дыпламатычна таксама сышоў адказ. Дарэчы, мы калі пачыналі з вами размову, гаварылі пра тое, як будзем размаўляць. Вы сказалі, што разумееце беларускую мову, на жаль, яшчэ не вывучылі. А, дарэчы, ці плануеце вывучыць беларускую мову? На самом деле, да, я учу белорусский язык. Я все отлично понимаю, в том числе тоже ваши вопросы, как вы видите. И даже стараюсь от времени до времени говорить, может быть, меньше публично, больше в тишине кабинета.
Я учу белорусский язык. Хотелось бы учить его более интенсивно, но не всегда время позволяет. И повестка Дня посла, которая достаточно активна, и много путешествий и так далее. Ну, надеюсь, что наполовину моей миссии мне уже удастся хотя бы какую-то часть интервью дать на белорусской мове, чтобы себя так свободно чувствовать и суметь ответить на с более-менее богатой лексикой на заданные вопросы. Потому что, конечно, я думаю, что я, в принципе, был бы в состоянии на часть из этих вопросов сегодня даже ответить на белорусской мове. Но, конечно, легче все же отдать значение и содержание все же еще мне на русском языке. Будем спадзявацца, што сапраўды так і будзе. Хутка мы з вами будзем гаварыць па-беларуску, а калі я сустрэнемся ў Варшаве, то скажем, то па-польску я з вами змагу гаварыць. Я вярнуся да таксама нейкіх пэўных праблемаў. Был недавно такая непаразуменне, заява выклікала ў Мінску заява польскага міністра вашага замежных спраў з нагоды таго, што не будзе Польша набываць электраэнергію будучай беларускай АЭС. А ввогуле, як вы лічыце, ўсё ж такі нейкім чынам, вот, ну, калі запусціцца ўсё ж такі гэтая наша БелАЭС, вот само рашэнне, само існаванне гэтай станцыі неяк паўплывае на нашы ўзаемаадносіны паміж нашымі краінамі. Як Польша сёння ставятся до этой идеи побудовать у нас атомную станцию? Ясно. Как вы знаете, я разговаривал на эту тему на прошлой неделе, на самом деле, в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Но Польша заинтересована, чтобы все, если есть такие, но все недоразумения, связанные с постройкой белорусской атомной электростанции в Островце, были спокойно выяснены и проработаны. Для нас самый главный вопрос это вопрос безопасности. Но мы в никакой степени, я хочу это подчеркнуть, мы в никакой степени не заинтересованы в политизации этой инвестиции, этого вопроса. Мы не хотим его политизировать. Что касается купли или импорта электроэнергии из Островца в Республике Польша, на данный момент мы такой покупкой или таким импортом не заинтересованы. Как вы знаете, у нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, в том числе, ну, прежде всего, уголь, бурный, каменный, с которого мы производим электроэнергию. Поэтому в плане электроэнергии Польша в целом самообеспечена. И мы вообще импортируем очень минимальное количество электроэнергии. И если вообще импортируем. Белорусская сторона об этом знает. И, мне кажется, нас понимает. Ну, то есть, я так разумею, что вот гэта рашэнне, что набывать беларускую атомную электроэнергію Польша не будзе, гэта рашэнне канчатковае. На данный момент таких планов нет. И, как я сказал, мы самообеспечены в электроэнергию. Вы дыпламат, больш займаецеся палітычнымі пытаннямі ўзаемаадносінаў паміж Беларусю і Польшай, тым не менш нашых слухачоў і гледачоў цікавяць пытанні такія меркантыльныя, скажем так, візавыя. Все ж таки, ці можаце вы адказаць? Ну, давайте, вот мне цікава сапраўды такі момант. Беларусы любяць ездзіць у Польшу. Не сакрэт, што любяць яны ездзіць туды на закупы. Але ўсё ж такі, з турыстычнага пункту гледжання, як вы думаеце, наколькі Польша цікавая беларусам? Як шмат беларусаў едзе туды менавіта з турыстычнымі мэтамі? Ну і калі ўжо там
на тое пайшло адразу сходу вот ввогуле колькі візаў шенгенскіх і працягласцю на які тэрмін выдала польскае консульство? Если говорить про туристический поток, он был, есть и будет. Был никакой спад в 2015 году, но он был небольшим. Что я имею в виду белорусских туристов, приезжающих в Республику Польша. С 2015 года количество белорусских туристов растет в Польше. И это не только наше желание, это действительность. Я часто разговариваю с польскими туроператорами, которые приезжают на разные мероприятия, организованы тут, в Республике Беларусь, не только в Минске и в других городах. И они об этом говорят и показывают соответствующую статистику. Что касается выдачи виз. Как вы знаете, мы выдаем через 3 консульства. Кроме того, еще Генконсульство Латвийской Республики имеет возможность выдавать польскую визу в Витебске. Но прежде всего мы выдаем это через 3 польские консульства. И все они в прошлые годы, я имею в виду 15 и 16 год, выдали около 400 тысяч виз, что является больше 50% всех виз Шенген, выданных гражданам Белоруссии. Это означает, что каждый день польские генконсульства и польские консульства, учитывая в том числе и воскресенье, и субботу, и выходные, выдают больше 1000 виз для граждан Беларуси. Это огромное количество. Простите, что я так хвастаюсь, но это должно впечатлять. Огромное количество. Никакое другое государство, член Европейского Союза, не выдает такого количества виз в Беларуси, что само о себе говорит. Ці складана атрымаць все ж таки польскую візу? Ці шмат кому адмаўляюць у выдачы візы? Количество отмов невысокое, я бы сказал, минимальное. Это я не помню подробной статистики, но оно, по-моему, не выходит за 1%. Это одно. Второе. Я думаю, что все-таки после внедрения так называемого визового аутсорсинга качество обслуживания визового клиента в Республике Беларусь намного выросло и намного упростилось. Как вы знаете, мы открыли несколько пунктов, через которых можно подавать, конечно, за дополнительной оплатой за обслуживание, выдавать визу, но оно более доступное. Эти центры доступны в тех городах, где у нас генконсульств нет, поэтому не надо терять время на приезд в Минск или приезд в Гродно или в Брест. Количество окошек, которые обслуживают визового клиента, выросло в несколько раз, десятков раз, благодаря этим центрам. И время обслуживания намного кратче. Поэтому я скажу откровенно, мы отвечаем на тот спрос, который есть в Беларуси, на европейскую или польскую визу. Ну, але ж візы могуць быць розныя па тэрмінах, я маю на ўвазе. А чаму вот не взять и не выдаваць адразу візы на 5 гадоў? Знаете, есть определенные процедуры и кодекс Шенген, который это достаточно четко определяет. Но так как все больше и больше подачи на визы уже, на следующие визы, этих виз все больше и больше выдается на более длинный срок и более многократных. Мы выдаем все больше и больше многократных и многолетних виз. Быў у нас у гасцях тут дэпутат Еўрапарламента ад Латвіі Андрэй Мамыкін, які сказаў, што трэба ўжо думаць не пра тое нават, каб візы Шенген для беларусаў былі па 35 еўра, а каб увогуле з Беларусю быў безвізавы рэжым. Вот вы як? За такі рэжым ці не? Знаете, я вообще, мне кажется, такая возможность, чтобы
была возможность приезда в Беларусь без виз, и белорусам возможность приезда белорусов в Европейский Союз без виз, как это сегодня уже существует между Европейским Союзом и Молдавией, Грузией и Украиной. Это, конечно, отличное решение, мне кажется, полностью возможное, и надо создавать и содействовать такому решению. Это, конечно, задача для обеих сторон, и для белорусской, и европейской. Но доказательством того, что безвизовые решения содействуют межчеловеческим контактам, являются именно те решения, которые вступили в силу за последние месяцы и даже годы. Я тут говорил про безвизовый режим в Беловежскую пущу, Августовский канал и через аэропорт Минск. Числа впечатляют. Поляки по количеству, вторые по национальности. И это уже не сотки пересечений, это тысячи. Эти люди приезжают не только наслаждаться природой или культурными достопримечательностями или мероприятиями, но тоже оставляют деньги, в том числе и тоже, как вы назвали, цели поездок белорусов в Польшу, в том числе и тоже за покупками. Поэтому такой процесс безвизовый, он будет только укреплять взаимопонимание и содействовать взаимным контактам, расширять тоже возможность того, чтобы наслаждаться культурными, туристическими, общественными мероприятиями, которые проводятся в обеих странах. Спадар пасол ужо паглядае на свой гадзіннік, яму час ісці. Дарэчы, у спадара пасла на гадзінніку польскі час, калі я не помыляюся. Да, я недавно вернулся из каникул в Польше и не успел поменять. І на заканчэнне апошняе пытанне. Якія культурныя, эканамічныя і гэтак далей праекты будзе прасоўваць у Беларусі пасольства Польшчы? Увогуле, калі ўжо пра эканоміку сказалі, наколькі цікавяцца польскія прадпрымальнікі бізнесменамі магчымасці прыходу ў Беларусь? Да, на самом деле мы стараемся развивать разные сферы нашего общего сотрудничества. Экономика и содействие торговле и инвестициям – это одна из наших задач нашего посольства тут в Беларуси, белорусского посольства в Польше. Мне кажется, за последние 1,5 года мы уже кое-что сделали, вышли на хорошие стартовые пункты. Даже статистика в какой-то степени это отражает. Растут польские инвестиции в Республике Беларусь. Мы, по-моему, по ежегодному притоку в прошлом году были 5-ми или 6-ми. В целом польские компании на 10-м месте по инвестициям в Республике Беларусь. Но по товарообороту мы за первые полгода прошлого года были даже на 3-м месте. В конце года нашлись на 5-м, и это хороший результат. Это показывает, что мы не только соседи, но мы тоже умеем совместно сотрудничать в области экономики. И то мероприятие, которое проходило осенью предыдущего года, именно бизнес-форум, где присутствовали с обеих сторон около 500 предпринимателей из обеих стран, это доказательство того, что потенциал колоссальный. Потенциал колоссальный. Мы тоже работаем в других сферах, в том числе культурных. Вы назвали и спросили про мероприятия, которые мы планируем проводить. Я только упомяну, что мы в июне месяце провели очень масштабный большой концерт с присутствием известных, знаменитых пианистов из обеих стран, Лешека Можжера и Кирилла Кедука. Этот концерт был приурочен к 25-летию нашего общего договора о добрососедстве и дружелюбивом сотрудничестве. Мы проводим тоже другие культурные мероприятия. Следующее могу уже объявить, тоже в медийной сфере. Приглашаю в пятницу в 17:30 в Национальный исторический музей в Минске на открытие выставки
на тему первого польского корпуса во время Первой мировой войны, который был создан в Бобруйске, именно создан поляками, которые воевали на стороне царской армии. Это тоже малоизвестный эпизод, период в нашей общей истории, и Польши, и Беларуси, истории наших стран. Но я уверен, что такие выставки тоже помогают перейти определенные стереотипы и забабоны между нашими странами, и тоже упрощают диалог в разных других сферах, но прежде всего в той, о которой я сказал, в исторической сфере. Поэтому я сердечно запрошаю для присутствия в этом мероприятии, в том числе слухачей Еврорадио. А если кто-то не может в пятницу, то эта выставка будет открыта до 4 вересня, до 4 сентября. Поэтому приглашаем. Мы тоже действуем в других сферах. И про них, конечно, говорить можно много. Это море тем. Мы были, есть и будем соседями. У нас много сфер, в которых работаем. Потенциал огромный. И вижу, что за последние 1,5 года мы в какой-то степени, может быть, все же еще небольшой, ним воспользовались. Но, по крайней мере, мы поверили, что он у нас есть, что он существует, и что стоит ним пользоваться. Дякую вялікі. На заканчэнне просто попросили мяне таксама удакладніць. На сённяшні дзень вот засталіся нейкія праблемы, звязаныя з польскай дыаспорай, якая тут пражывае ў Беларусі, таму што раней былі нейкія непаразуменні, можа быць, стаўленне ўладаў беларускіх было не вельмі добрае, там памятаем канфлікты на сённяшні дзень. Вот са школамі, там з нейкімі будынкамі, якія належаць там Саюзу палякаў ці іншае, вот ёсць нейкія праблемы, вот што б вы хацелі вызначыць? Я скажу так, часто аудитории, которая мне задает эти вопросы, я отвечаю так, что от того, как Беларусь будет относиться к людям, польским корням, будет зависеть то, какими они будут гражданами Беларуси. Я думаю, это самый важный тезис. Для меня и для моей страны важно, чтобы диаспора это прежде всего граждане той страны, в которой они проживают. Я об этом уже даже, по-моему, сегодня раньше сказал. Но заодно мы бы хотели, чтобы они имели предоставлены все права и по просвещению, по образованию, и про возможности культивировать и польскую культуру, и традицию, и язык. Если, конечно, они этого желают. Поэтому мы так относимся к белорусской диаспоре на Подлясье. Я тоже давал конкретные примеры. И мы бы хотели, чтобы такое отношение присутствовало по отношению к польскому нацменьшинству в Республике Беларусь. Мне кажется, что за последние 1,5 года мы сделали в этом плане определенный шаг вперед. Но есть много вопросов, которые мы должны решить, и которые все же перед нами. Но я всегда подчеркиваю, что польское нацменьшинство в Беларуси является богатством этой страны, так же, как и белорусское для Польши. Поэтому давайте беречь эти богатства, потому что они тоже являются хорошим мостом наших отношений. Не повлияют на наши взаимоотносины вот это вот белорусско-российские вучэнні Захад-2017? Я ведаю, что у Польши все ж таки с такой настороженностью до их ставятся. Мы наблюдаем этот вопрос.
Как вы знаете, в прошлом году в Польше проходил саммит НАТО и тоже учение «Анаконда». Мы подчеркивали исключительно оборонительный характер наших учений в Республике Польша и давали и открыли все возможности для наблюдения прохождения этих учений в Республике Польша. Надеемся на аналогичные и соответствующие шаги в плане учений Запад-2017. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас в эфіры сёння быў надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь Конрад Паўлік. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. З вами быў Зміцер Лукашук.